кричу, почему я здесь. Дело в том, что наша организация, Правозащитная комиссия филиал, выиграла грант президента Российской Федерации по такой системе просвещения. Вот. И мы в связи с этим будем ездить по республике. И вот одни из первых, кто нам попался, ну, правда, уже вы не первые, уже несколько лекций прошло, вот, кого мы пытаемся просветить, это как раз вы. Что же такого 40 минут будет происходить, что может быть для вас интересно, может быть это каким-то образом повлияет на вашу будущую жизнь? Дело в том, что я вот очень странно стечением обстоятельств занимаюсь почти всю свою жизнь только тем, что езжу и преподаю. Но я по профессии историк. Я преподаватель истории, учитель истории, школьный учитель истории. И когда-то, когда я только начинал преподавать историю, я себе задал очень простой вопрос. А чему ты учишь, учитель? Но ведь честно, вот положа руку на сердце, вот чему ты можешь научить? Каким-то датам, каким-то событиям? Да Господи, зачем они им нужны, эти даты и события? Они что, идут за школой и забудут? Нет, ты продолжаешь не впихивать какие-то исторические события. Я долго мучился, несколько лет я мучился, пытаясь отвечать себе на этот вопрос, и наконец я этот ответ дал. Я считаю, что это ответ самый широкий, то есть любой преподаватель может дать этот ответ. Ответ звучит так. Я учу их мыслить исторически. Медик, преподаватель медик, учит мыслить медицински. Преподаватель физики учит мыслить понятиями физики, конструкциями физики. Учитель математики учит мыслить математически. Я учу мыслить исторически. Ну, как сказать глубоко? Тут есть одна очень серьезная проблема. Она заключается в том, что такое история? Это огромное течение всяких масс людей, и эти закономерности связаны с этим всем течением. Ну, проще говоря, 2014 год, 29 октября 2014 года. Не поверите, пройдет 50 лет. Вам будет плюс 50. И то, что происходило с вами сегодня, это будет историческим событием. То, что происходило вчера, то, что происходит будет завтра, это все будут исторические события. И где ваша-то маленькая роль в этом историческом месте, в этом полотне всем историческом? Или вы думаете, историю делают только самые великие люди, там, я не знаю, великие герои, великие там, политики, великие военные, великие медики? Нет, историю делают люди. Прежде всего люди, сами люди делают историю, безусловно. Вот понять, а где ваше место в этом, вот для меня это всегда была очень важная задача. Где ваше место, небольшое? И вот отсюда, наверное, вытекла очень важная штука, которой я стал заниматься. Это попытка все-таки, ну, чтобы через 50 лет, разговаривая с собственным внуком, вы или внучкой могли сказать: а вот знаете, а я был у истоков, а вот знаете, а я сыграл решающую роль, а вот знаете, я в этом тоже участвовал. Чтобы вы могли с гордостью сказать о чем-то очень важном. Хорошо. То есть это рассказ о том смысле, ради которого, собственно говоря, люди проживают собственную жизнь. Она у всех разного, у кого-то 50, у кого-то 60, кому-то все 80, 90 на роду написано. Всех по-разному. Зачем мы живем? Но я не собираюсь этим вопросом заниматься. Но тем не менее, постоянно этот вопрос муссирую, постоянно провожу семинары, именно связанные с этим. Но это не семинары о смысле жизни, совсем по-другому. Я бы сейчас хотел задать следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас что-либо в жизни делал бесплатно, но для других людей? Не для себя точно, и не для своих близких. Поднимите руки, кто что-либо делал бесплатно для других людей? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 человек в зале подняли и сказали: мы бесплатно что делаем для других людей. У меня к вам вопрос: а зачем вы это делаете?
По доброте душевной. Так, мне хотелось помочь. Я такой добрый человек. У меня добрая душа. Хорошо. Интересно. Просто было интересно. Ага, еще. Ну, уже достаточно. Уже 3 мотивации очень-очень серьезные. Заметьте, всю свою жизнь вы будете заниматься только один. За исключением, может быть, несколько человек. Будете заниматься только один. Вы пытаться будете прокормить свою семью, прокормить своих детей, прокормить своего оболтуса мужа, жену. Значит, вы будете стараться каким-то образом заработать на эту жизнь, попытаться хоть как-то уровень жизни свой поднять. И это будет нормальный человеческий труд. И вдруг в этот человеческий труд, когда вы зарабатываете для себя, для своих близких, вклинивается очень странная штука. Вклиниваются дела не на пользу вам, не на пользу вашим близким, а на пользу кому-то там. И вот самое интересное. Человек говорит, я готов этим заниматься, потому что мне интересно. Человек говорит, я готов этим заниматься, потому что я добрый. Я хочу себе доказать, что я добрый, что у меня душа добрая. Я хочу доказать себе, потому что... Какая-то здесь была очень хорошая конструкция. Волонтерская. Потому что это все волонтерство называется. Вот понимаете, вопрос очень серьезный. Огромный зал, и из него 8 человек подняли руки. Ну, может быть, там 10 человек из скромности не подняли руки. Вот, возьмем таким образом, но тем не менее 8 человек подняли руки. Очень странно. Почему? Потому что есть одна очень серьезная проблема. Людей, которые ждут от вас помощи, неимоверное количество. Просто очень-очень много. Дело в том, что если я вам скажу, что мир справедлив, вы мне скажете, что ты врешь. И правильно скажете. Мир несправедлив. Кстати, кто еще не знает, что мир несправедлив? Очень расстрою вас. Мир несправедлив. Ну такова конструкция мира. Ну вот он так устроен, что обычно все-таки, скажем так, более сильный пожирает все-таки более слабого. Ну так устроена биология человека. И в психологии очень сильно многие люди хотят доминировать и подавлять кого-то еще. Вот мир несправедлив. И тут возникает очень серьезная вещь. Я понимаю, когда я добиваюсь справедливости для себя. Я понимаю, когда я добиваюсь справедливости для своего близкого. Это как-то мне близко. Глядишь, он потом поможет. А вот что значит добиться справедливости для человека, который вообще не знает? Идет человек по улице. Этот человек явно с какими-то признаками инвалидности. И он не может подняться на ступеньки. Просто подойти и сказать, извините, вам помочь? Подставить руку и помочь этому человеку подняться. Он что мне, деньгами отдает? Нет. Да нет, это же человеческий фактор, это на автомате уже понимаешь. Вы думаете, это на автомате? Ну да. Кто считает, что это на автомате? Поднимите руки. Вот спасибо большое. Вот, друзья, это очень важно. Это значит, что оно сидит внутри вас. Это значит, что-то очень хорошее сидит внутри вас и очень хочет, скажем так, вырваться наружу. Но есть одна серьезная вещь. Некоторым людям очень неудобно и очень скромно. Ну, простая вещь. Вот сейчас я приведу пример. Тут я подъехал договариваться об очередной лекции в библиотеку, вот эту нашу библиотеку, и вдруг подъезжает машина, из нее выходят такие 3 миловидные девушки, вытаскивают огромные коробки, и очень тяжело так эти коробки куда-то волокут. А я так смотрю и думаю, черт, мне надо же бежать срочно, я не успеваю. Вот если бы не в библиотеку шли, я бы, наверное, им помог. А, черт, ну ладно, не успеваю, все, побежал. Забегаю в библиотеку, там договариваюсь, что-то оглянусь, а эти девушки туда заносят эти коробки. Что у вас можно сказать? Ну, можно сказать только одно, Игорь, стыдно. Стыдно. Вот просто надо было подойти и спросить у девушки, девушки, а вы не в национальном? Давайте я вам помогу, в другое место не смогу. А вот сюда вот, пожалуйста, мне как раз по пути, я бы занес. Эти же здоровые коробки. Вот очень простая вещь. Когда у вас внутри что-то шевелится, и может быть даже, отвергнут ваше предложение, но тем не менее помочь этому человеку. И это вполне нормальная ситуация. Вот как раз об этом, о том, почему это должно шевелиться, почему это должно быть, ну скажем так, почему это сейчас жутко востребовано и почему необходимо это все время об этом думать, чтобы все время зашевелилось, чтобы у всех внутри где-то просыпался маленький волонтер. Маленький волонтер. Все время дергал внутри и говорил, слушай, а ты что, ничего не делаешь? Ты что, себя чувствуешь хорошо? У тебя хорошая квартира, хорошая семья,
теряет опыт этой судьи. Нет, парень, поднимись, или девушка, поднимись и шагай. Ну-ка начни что-нибудь делать. Ну-ка давай-ка бесплатно пойди и помоги чем-нибудь сделать людям. Вот что, как это должно появиться? Ну вот, чтобы к этому как-то продвинуться, очень небольшое упражнение. Скажите, пожалуйста, а в какие конфликты вы по жизни чаще всего попадаете? Ну, с кем? Ну, социальный конфликт, что социальный, это про обширное понятие. С кем? Одногруппник. Одногруппник, такая страшная, ужасная такое слово. Молодой человек. Мой молодой человек называется. Ясно. Ну так я его так зову словом близкий. Близкий. Одногруппник, близкий. Еще с кем? Чаще всего родители. Это да. Да, потом, когда вы растете, будете конфликт с кем? С детьми, конечно. А куда же деться? Дети. И будет у нас конфликт, я вам обещаю, у меня двое, у меня есть конфликт. Еще с кем чаще всего попадаете в конфликт? Друзья, преподаватели. Преподаватели. У вас здесь училась такая интересная девушка, вот здесь прямо, значит, она была очень, она постоянно в конфликт попадалась с преподавателем. У нее была очень необычная цвет прически все время. У нее такая, цвет. Она говорит, фиолетовая все время приходила на занятия. Ну, производила просто жуткое впечатление. Преподаватель так к ней. Ее очень любили, но так с душой, так тяжеловато все воспринимали. Сейчас эта девушка на контрактную службу поступила. То есть вопрос не в цвете. Вопрос, но тем не менее конфликт был, потому что ну как же, ну ты же медик, люди должны испытывать к тебе доверие. А ты, извини меня, такая цветная. Вот. Тем не менее, сейчас она на военной службе. Итак, хорошо, преподаватели, кто еще? С кем еще чаще всего мы попадаем в конфликты? Друзьями. Друзьями. Так. Хорошо. Еще? Соседи, вот. Соседи злые, враги лихие. Остап Вишня. Очень замечательная повесть, почитайте. Еще. Все? С милицией попадаете? Ну вы-то не попадаете, наверное? С ними со всеми надо дружить. Это точно. Но почему-то мы попадаем в конфликты. Хорошо, еще с кем чаще всего попадаете в конфликты? Да на дороге с автомобилистами. То есть прохожий или водитель, да? Водитель. Кондуктор. А можно я обзову это сферой услуг? Услуги. Итак, вот список довольно серьезных, кого с кем мы попадаем в конфликт. Скажите, пожалуйста, а по последствиям, какая из этих групп наиболее опасная? То есть, проще говоря, попал я в конфликт, не смог выбраться, и потом все, последствия самые тяжелые. Близкие, родители, дети. А потом уже полиция. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а чем же такие страшные последствия, когда мы попадаем в конфликт с близкими? Ну, потому что доверие не вернешь уже близкие. Уже как бы, знаете, А доверие нужно в любой коммуникации. Да. Безусловно, хорошо. А с родителями ты что конфликт такой тяжелый по последствиям? Слушайте, ну, противоречие же, что Нет, я понимаю, а почему последствия тяжелые? Какие тяжелые последствия могут быть с родителями? Душевно. А? Душевно. Это самое тяжелое, что может быть психологическая травма. То есть такой фобия на всю жизнь. Дети сейчас что, дети интернет, дети полиция, они сейчас занимаются таким фобией, обмороки важно, не учить. Еще? Почему эти конфликты, вот так очень быстро вот набросаются, такие наиболее тяжелые по последствиям? Меня вот интересует очень сильно вот этот вот конфликт. Почему именно этот тяжелый по последствиям? Ну-ка, это очень интересная конструкция. От него зависят все остальные конфликты в мысли. Что имеется в виду? Потому что единственные люди, которые помогут нам. То есть опасность, что эти люди не помогут в других конфликтах. Отвернуться могут. Услышано? Еще почему этот конфликт самый тяжелый? Единственный человек, которого можно было решить сам. Ага. Мама, папа. Угу. А что еще ты говорите?
Нет, я обращаюсь к остальным, потому что мне очень нравится с вами вести диалог, но мне очень хочется, как бы, чтобы поучаствовали остальные все-таки в этом деле. Еще есть какие-то идеи, почему это конфликты самые тяжелые, которые вы сказали? Вот близкие, родители, дети. Или все брать пока не буду. Давайте мы попробуем по близким нашим. Почему это самый тяжелый конфликт? Если не отворачиваться, то навсегда. Имеете жилище ваше. Последствия могут быть такие, что будущего и не будет. Да. Или оно будет ограничено. Будет ограничено. Очень важный момент. Никто не поддержит. Все остальные не сможет поддержать контакт с родителями. Ну, об этом мы говорили, да. То есть, проще говоря, есть одна серьезная вещь, что в последующем это может сказаться на том, что нам придется вылезать из конфликтов уже других самостоятельно. А может быть даже так, что когда нам понадобится их помощь, они не окажутся рядом и скажут: нет, извини меня, ты нас предал. Или вот это. И своим же детям, да, как придется объяснять потом. Безусловно. Но меня здесь больше интересовало вот что. Дело в том, что вы не поверите, вот когда я разговариваю с группами по поводу конфликта в обществе, более всего, то самые тяжелые по последствиям именно называют чаще всего родителей и любые соприкосновения с... Ну, как это говорится, есть такая вещь, конфликты имеют два вида, самый известный конфликт. Это вертикальный конфликт и горизонтальный. Вот когда у меня конфликт с моим другом, это горизонтальный конфликт. Но самое интересное заключается в следующем, что если друг меня очень сильно предал, что я сделаю? Я просто уйду от него и заведу себе другого друга. Ну да, А вот родителей-то других не заведешь. Вот тут очень важный момент. А это как раз вопрос вертикального конфликта. Уйти из вертикального конфликта не так легко. Это, знаете, это надо быть очень сильным человеком, чтобы уйти из вертикального конфликта и извините меня уже. И вот тут есть одна серьезная проблема. Дело в том, что если вы попытаетесь оглянуться на окружающую жизнь, вы обнаружите интересную штуку, что огромная масса людей попадает в такие тяжелейшие конфликты. И им нужен кто-то, кто бы им помог. А вы оглянитесь и посмотрите. Сироту. Это нахождение в тяжелейшем конфликте. У них нет родителей. И ниоткуда они не возьмутся. Следующий конфликт очень тяжелый. Инвалиды. Это очень тяжелый конфликт. Ситуация в следующем. А все ли хотят помочь инвалиду? Все ли готовы принять инвалида? Все ли готовы поддерживать и тому подобное? Есть неимоверное количество групп людей, которые находятся вот в этом самом конфликте. Вертикально, очень тяжелом конфликте. Но вот так вот произошло. Вот так произошло, что у них какая-то часть их оторвана. Потому что здесь проблема какая? Вы правильно сказали. У меня есть одни родители, их больше и других у меня не будет. А если у меня произошел конфликт, я оторвал их от себя. Я оторвал нечто от себя и лишился этого. Вот с инвалидом происходит именно то же. Вот родился он таким. Ну не вырастет у него рука, ну не вырастет. Понимаете? Сирота, ну не извините меня, родители у него не появятся. Даже если он социальный сирота. Мать не станет матерью. Это редкий случай, если социально все-таки оторвали, это редкий случай, когда мать возвращается, берется за голову и что-то начинает решать. И как-то меняется ситуация. Но если мы начнем оглядываться по жизни, мы вдруг обнаруживаем огромную массу людей, которые попадают именно в такие ситуации. А вот как им-то быть в этой ситуации? Ведь, понимаете, вопрос волонтерства – это вопрос решения важнейших общественных задач, которые стоят перед обществом. Вы что думаете, проблемы сиротства или проблемы инвалидов – это проблемы самих инвалидов и самих сирот? Нет. Нет. А чьи? Проблемы социума. Так скажите, пожалуйста, а вам-то что с этих инвалидов-то? А вам-то что с этих сирот? Скажите мне, пожалуйста. Ну и не будет там этих, и туда не лезут. А вообще не позволить. О, это да, это сложная конструкция. О, тут очень сложно. Понимаете, вы абсолютно верны.
Но обнаружится интересная штука. По-человечески это значит взять и подставить человеку плечо. Но мы обнаружим интересную штуку. Я готов подставить плечо, но только близко. Ну, простая вещь. Очень простой пример. У меня был двоюродный брат. Его мама неимоверно любила. Просто неимоверно. Прощала ему все. И брат это почувствовал. Ну что, начал активно пить, ограбил ларек, загремел в тюрьму. Потом отсидел совсем немного, опять загремел, опять загремел. Он как возвращается, он приходит к своим родственникам, говорит, я готов устроиться. А родственники ему говорят, а зачем ты нам? Я понял, и потом уже, после его смерти, я понял, он был инвалидом, но не физически, а духовным инвалидом. Почему? А потому что он никак не мог встроиться в эту жизнь. Вот никак не мог встроиться в эту жизнь. Ему все время хотелось, чтобы его кто-то облизывал, кто-то его любил, кто-то его целовал и давал ему деньги, чтобы все ему было. Он просто смотрел на общество, от которого можно было хапнуть. Если он видел человека, он думал, как бы его покрасить. Как бы ему что делать? Он просто инвалид, он такой. Но самое интересное, а я хочу помогать этому инвалиду. Вот когда я был студентом, мы решили, ну, дурачки же, просто студенты, они все дурачки. Взяли и поехали в этот самый, знаете, у нас есть такой замечательный маленький домик, похожий на детский садик, он находится за товарами для дома. Знаете, есть такой товары для дома на улице Карла Маркса. Знаете, да? Вот если вы зайдете, вы там обнаружите такой стоящий в отдалении домик, небольшой такой, типа на детский садик похож. Вы знаете, что такое? Да, а как вы думаете? А? Какие дети там? Дети очень серьезными проблемами. И мы пошли студентами туда. Нам просто сказали, вы знаете, там надо помочь мебель собрать. И мы собрались. Вот студенты, почему говорю, дурачки, сейчас поймете. Мы пришли туда, здоровые ребята, были, все такие, ну, после армии все, мы что, поступили в университет, там, по-моему, первый или второй курс. Да какой первый курс? Только-только поступили. Вот мы пошли туда собирать эту мебель. Оттуда мы вышли, вот не поверите, мужики, вот эти ребята после армии шли и плакали. А почему? Там не просто маленькие дети, там дети уроды, дети инвалиды. И когда они увидели нас, они как кинулись к нам с криками «Мама, мама, папа, папа». Представляете себе, мы собираем мебель, а нам плохо. Но потом мы сидели вместе и разговаривали, и вдруг у кого-то из ребят промелькнула мысль, а я боялся его на руки брать. Я говорю, а почему? Он такой страшный. Реально, он страшный. Ну, вот так вот лицо все перекошено. Вот сейчас у вас фотографии, кстати, видел генетический рост? Вот такое все перекошенное лицо, от него родители отказались. Он совсем, ничего мелкий, там ему, он там, ну, 1,5 или 2 годика, там вообще мелочь пузат. Я, говорю, боялся, он страшный, он уродлив. Понимаете, у нас внутри человека, с одной стороны, вроде тяга к чему-то, вот, давайте поможем, а с другой стороны, мы боимся этих вещей. Мы не очень хотим к чему-то неприятному и нехорошему подставлять руку. Нам очень часто хочется просто отделаться. Но проблема-то не исчезает в связи с этим. Вот не исчезает. И потом мы в этот детский дом несколько раз ездили. И я специально возил ребят и говорил, ребята, надо ехать. Почему? А вот, знаете, надо привыкнуть к этим вещам. Почему? Мир именно такой. Помогать надо не только пушистым и красивым. Помогать надо разным абсолютно. Уродливым, непонятным. Вот самым разным людям надо помогать. Но давайте, конечно, один вопрос. А в чем проблема? Почему это наша проблема? Почему это не их проблема? Пусть бы родители занимались, который такой урода и родители. Вот на улице бомжи ходят, они просят мелочи, им тоже надо давать. А вот ответьте, господа, надо помогать этим бомжам, которые ходят и просят мелочи. О, правильно! Ну, нет, подождите, нет, почему? Ну? Не нужно, это состояние. Я знаю такую свою девчонку, я на конце прям разговаривала с ним. Я говорю, что привел к нему? Он знаете, что сказал? Там, с женой был конфликт, жена забрала у него квартиру, забрала ребенка, то есть он начал пить, как-то душевная травма у него была. Он запил, бросил работу, и так получилось, что все, ему нет родственников. А что ему делать? Что делать? У нас в ДК нет для них только горячий обед, все. Нет, почему? Ну а почему я должна работать, молодая же девушка, должна его содержать? И у меня тоже снимаю жилье, у меня нету денег лишних, и я должна ему дать. Да,
хватает, а я должен его еще поддерживать. Нет, никто не просит поддержать денежку. Так, а что сделать? Ну, если надо в ассортив купил продукты за муж. То есть это в таком варианте, зачастую они говорят, Блин, ну спрашиваю нас, ты хочешь, мы тебе купим, пойдем купим тебе в магазин, и все. Может, Они я показывают. психологически поговорить. Коллеги, спасибо большое за эту очень важную дискуссию, но очень важный момент. Я просто хотел бы на это обратить внимание. Есть одна серьезная проблема. Дело в том, что этот человек, его ли общество довело, либо он сам себя довел. Это в принципе не очень важно. По одной простой причине. Дело в том, что само отсутствие помощи в отношении этих людей порождает очень интересную конструкцию. Мир начинает рассыпаться и разваливаться, атомизироваться. Вы знаете, до 20 века в России 90% жителей жило в деревнях. И Россия не знала, что такое детские дома. Вообще не знала, что такое детские дома. А почему, интересно? Почему про детские дома мы стали узнавать только в 20 веке? Что произошло в 30-40-е годы, что, извините, перевернуло все состояние России? И Россия изменилась полностью. Урбанизация. Абсолютно верно. У нас количество городских жителей стало больше, чем жителей села. Но вместе с этим была утрачена очень важная штука. Самый последний сирота в деревне тут же принимался какой-то Чем семьей. больше семья, да. Самый последний урод, о нем знали все, и все ему помогали. Вдова любая, которая лишилась своих детей и своего мужа в результате чего-то там, она тут же бралась под опеку всем этим самым селом. Село думало об этих людях. В городе совсем другая конструкция. В 90-е годы произошло очень страшное событие в Москве, о нем очень много говорили. 6 дней плакал ребенок, потом затих. Когда полиция через 8 день вскрыла квартиру, обнаружила умершего от голода ребенка. Соседи слышали, что он плакал, но не открывали, не стучали, не звонили в милицию, ничего не делали. Ничего не делали. Ну и кричит, и кричит. А что мы не слышим, что кто-то кричит? Вот я вчера, у меня такая привычка для своих детей, ну, для своих пацанов, крутить, брать из интернета какой-нибудь клип интересный и крутить. Там кто-то барабанщик и все. А вчера я прокрутил интересный клип. Индийский клип. Он очень короткий, там, по-моему, меньше минуты он длится. Парень сидит дома, готовит еду, и вдруг слышит из соседней квартиры вопль такой. Женщина кричит, ее бьет муж. Она кричит, там, помогите и тому подобное. Парень поднимается, кладет всю свою вещи, подходит к квартире, этого человека нажимает на телефонный звонок, потом еще нажимает, крики стихнут, он еще жмет, открывается дверь, выглядывает такой разъяренный муж. Он говорит, вы знаете, у меня свет выключили. Я решил проверить. Может, у вас тоже света нет? На звонок жмет. Еще раз жмет. Еще. Свет у вас есть. Разворачивается и уходит. Это клип рекламы. В Индии была огромная компания, называется «Позвони в дверь, предотврати домашнее насилие». Если рядом происходит что-то очень тяжелое, надо подняться, прийти на помощь слабым. Вот они такую конструкцию разработали. Хоть тем, что позвони в дверь и скажи, общество видит, общество знает. Если где-то ребенок плачет, значит есть какая-то проблема. Может быть, следует узнать эту самую конструкцию. Понимаете, волонтерство это не значит, что я стал волонтером. Волонтерство это когда мне не все равно, что происходит рядом. Да, этот бомж сам себя довел, но мне не все равно. И может быть, я ему вынесу ботинки, или как сказать, да купить просто и дать ему. Я не знаю, как эту конструкцию построить. Можно построить что-то, пытаться ввести. Нам не должно быть все равно. Вот эта вот конструкция должна сидеть внутри вас, вы о ней сказали. А почему? Схема очень простая. Потому что в отличие от городских урбанистических жителей, жители села, они были более человечны. Почему? А им было не все равно, что происходит вокруг. Вот не все равно, что происходит вокруг. Если возникает проблема, то они тут же начинают к этой проблеме идти. Потому что это очень сложная вещь. Город, он ведь начинает нас разрывать. И мы уже не знаем соседей. Совсем не знаем соседей.
вопрос, который я задавал огромной массе аудитории. Скажите мне, пожалуйста, представьте себе, вы живете в центре Сыктывкара, в очень неплохом дворе, все в порядке, у вас дети, вы вышли с детьми погулять, тут детская площадка, на этой детской площадке играют дети, и вы, это ваш двор, и в этом дворе вы играете, многоквартирные дома, все очень здорово. И вдруг вы замечаете, что возле детской площадки начинает ошиваться какой-то мужик. Заговаривает с детьми, вы этого мужика не знаете. Вы зададите ему вопрос, кто он такой? Спасибо. 3 человека ответили, конечно. Теперь, пожалуйста, следующий вопрос. Итак, вы идете домой, подходите к своему подъезду, а подъезды, знаете, они обычно с кодами, да? Вот вы набираете код, открываете дверь, и вдруг за вами кто-то пытается какой-то мужик выскочить. Вы его спросите, куда он идет? Так. Я люблю какую квартиру. Вот, очень хорошо. А теперь 3-й вопрос. Вы подходите к собственной квартире, открываете дверь, заходите, и какой-то мужик пытается в вашу квартиру зайти. Вы спросите, куда он идет? Во-во-во! Вот возникает очень серьезный вопрос. Друзья, почему, когда кто-то пытается в вашу квартиру зайти, у нас тоже разговор: стоп, а куда вы идете? И вы задаете, безусловно, задаете вопрос, потому что это ваша территория. А когда в ваш подъезд заходит абсолютно незнакомый человек, почему-то как-то стесняются, а тут я его не знаю. А когда у вас начинает ошибаться кто-то на вашем дворе, мы уж вообще совсем машем рукой не обращаем внимания. А исследования по маньякам показали, что 80% с лишним детей погибли от рук маньяков, уведенные со своего двора. И никто из никто из людей, живущих там, не обратил на это внимания. Вот возникает серьезный вопрос. Мы чего дожидаемся? Вот мы чего дожидаемся? Что что-то должно страшное произойти. Вот одна история, которую я очень многим рассказываю. Перекресток, 2 улицы, вы их знаете хорошо. Октябрьский проспект и Сысоцкое шоссе. Вот перекресток. Там все время был 2-фазный светофор. Пропускал так машины, пропускал так машины. Все. Поставили 3-фазный. Машины, а 4 даже. Машины, люди, а потом еще 4-й там поворот какой-то. 4-фазный. Но случилась очень странная штука. На людей поставили 7 секунд. Вы знаете, что такое 7 секунд, да? Это пули надо пробегать. И вот интересная штука. 7 секунд поставили. Моя жена возмущалась этому, потому что она на работу ходила через перекресток. Говорит, ну невозможно, бабушки вот так вот бегут. И просто не успевают. Ну что такое 7 секунд? Это середина, только машины возле не носятся, она в ужасе. Девушки с детьми несутся через перекресток на огромной скорости. Просто кошмар. Ну, она в ГАИ написала, говорит, что это такое? Почему 6 секунд? Что это? Что нельзя больше? Из ГАИ ей, буквально прошла неделя, и раз поменяли, поставили 16 секунд. Все, 16 секунд это нормальное время, можно пройти. А я тут встречаю своего знакомого из ГАИ, из руководства ГАИ республики, как я говорю, спасибо большое, вот жена вам написала, вот тут же отреагировали, все очень здорово. Он говорит, знаете, странная штука. Это он мне так объяснит. Странная штука. У нас инженер ошибся. Но твоя жена написала, ну вообще она первая, кто отреагировал. И она написала это через месяц. Месяц никто не реагировал. И у меня возникает серьезный вопрос. Месяц люди летали через перекресток на огромной скорости. Люди бежали с детьми, с колясками неслись. Вот надо было что? Чтобы кого-то убило на этом перекрестке? И только тогда вы схватили за руку и сказали, а что ж так? А? Секундочку. У нас это значит и у меня. Друзья, забудьте, вы есть. И это ваша страна. Вы поймите, вы есть. Поймите, до тех пор, пока мы не будем замечать то, что происходит вокруг нас, ничего не будет меняться. Ничего не будет меняться. Если мы будем замечать то, что происходит, только тогда начнет что-то меняться. Вы поймите, почему? Ну вот, простая вещь, последняя уже, собственно говоря. Простая вещь. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает, какое учебное заведение было построено в Усть-Сысольске, в старом еще, в 19 веке, первым? Для кого? Для мальчиков или для девочек? В 19 веке. Для мальчиков. Не угадали?
Первая была построена церковно-приходская школа, она была для тех и других. А вот среднее учебное заведение для кого первое было построено? Для девочек. Вы представляете, для девочек? Нет, я просто видите, я сказала, что не Главное, для средней имеется в виду, что девочки, купеческие дочки, могли получить образование в учебном заведении для девочек специально. Никаких. А знаете, для чего отдавали купцы специально? Для мальчиков ничего не построили, а для девочек специальное учебное заведение. Зачем? Причина простая. Надо было отдать дочку замуж. Ее надо было обучить рукоделию, а так как домашнее обучение было приоритетным, то ее учили преподавать дома. Хорошую жену можно было сразу, вот дочку отдать в жену. Так вот, это учебное заведение построили сами купцы. Просто сами скинулись и построили. Сами наняли учителей и сами делали. Поймите, вот сам этот город Уссурийск был построен на самой инициативе людей. Купцы подумали, так, парней-то мы накормим, они-то наше дело примут, они-то будут нашим бизнесом заниматься, они землю будут пахать, крестьянские думали, и тому подобное. А вот дочки-то нет, она же не сможет купечеством заниматься, она не сможет, извините, 19 лет. А вот для нее надо сделать что-то другое, чтобы она хорошую судьбу испытала, чтобы она женой стала. И они сами скинулись и построили вот то, что вы видели, учебное заведение находится на улице Орджоникидзе, вот эта гимназия женская. И они построили для своих дочерей. Конструкция была такая, никто не строил, ни государство, никто. Сами люди скинулись, сами наняли, а учебное заведение не было. Вот именно построили для себя. Конструкция такая, этот город начинался, когда люди думали сами о себе. И в дальнейшем он может существовать, только если вы каждый день будете думать о том, что же вокруг вас происходит, какие проблемы вокруг вас происходят, что я-то могу изменить в этом мире, что я могу сделать лучше. Я обещал, что я закончу. В Республике Коми сейчас очень много общественных организаций. Значит, люди, которые собрались и считали что-то делать. Я, во всяком случае, могу по пальцам там, штук 10 пересчитать. Есть организации, которые занимаются с детьми-инвалидами. Есть организации, которые собирают деньги на детей-инвалидов. Есть организации, которые занимаются собаками бездомными. Кто-то занимается кошками бездомными. Есть экологические организации. Есть организации, занимающиеся заключенными. Есть организации, занимающиеся... их очень много. Самых различных общественных организаций, где люди собрались и свою часть своего рабочего времени, своей жизни посвящают именно тому, что они кому-то что-то, какую-то проблему решают. Есть центр для мужчин, попавших в трудные ситуации. Вот. Так вот, существует очень много организаций. Друзья, вы не поверите, вы спокойно можете сами создать общественную организацию. Но еще более важный момент. Вы даже сейчас можете принять участие в какой-то общественной организации и оказаться ее волонтером. Я точно знаю, что, например, волонтеров очень ждут в организации «Особое детство», которая помогает детям-аутистам. Очень ждут волонтеров в организации «Кошкин дом». Очень ждут волонтеров в организации, значит, как у собачка Вита. Да, в организации «Друг». Очень ждут волонтеров, людей, которые бы пришли и стали решать общественно важную задачу. У меня к вам большая просьба. Не только тогда, когда вы сможете найти свою эту нишу, и в этой нише приложить не за деньги, что-то делать для души. Вот только тогда этот мир станет меняться и будет лучшим. Вот до тех пор, пока мы не обращаем на это внимание. Вы знаете, что какие организации, по защите кого появились прежде? По защите животных или по защите детей в Соединенных Штатах? Первое. Остальное по защите животных. Люди осознали сначала, что есть бездомные животные, а потом осознали, что есть дети-сироты. Понимаете, такова конструкция людей. Вот люди что осознают, то и делают. И тогда начали исправлять ситуацию. Вот на сегодняшний момент, если вам что-то не нравится и говорите, так мы устроены, нет. Это значит, устроен кто-то другой, но не вы. Вы можете исправить ситуацию. У меня к вам большая просьба. Не оставляйте это на потом. Уже сейчас начинайте идти в общественные организации и помогать им. Ну, я зову нашу организацию.
А теперь маленький момент рекламы, я обязан об этом сказать. Дело в том, что по этому проекту мы сейчас делаем две вещи. Мы делаем мониторинг. То есть, проще говоря, исследуем ситуацию с теми или иными проблемами. Вот у нас вот здесь сидит замечательная Марина, тоже когда-то студент вашего. Еще студент? Так вот, она занимается мониторингом остановок. Есть одна ситуация. Вот вы думаете, почему вдруг дизайн объявлений на остановках стал резко меняться год назад? Резко меняться. Вы думаете, кто-то там наверху подумал? Нет. Вот кто сидит виновник этого всего. Этот человек просто мониторил все остановки, стал везде писать, требовать, чтобы изменил, чтобы соответствовало закону, чтобы таблички, чтобы были там телефоны, чтобы было точное время. А сейчас он добивается того, чтобы все автобусы ходили в точном расписании. Поэтому, друзья, прошу вас присоединяться. У нас работает лаборатория по мониторингу, у нас работает лаборатория по просвещению. Это те люди, которые хотят преподавать и уметь преподавать, и держать 40 минут людей в интересе, как, например, делаю я. То есть лаборатория просвещения у нас чисто лаборатория юридическая. Это те, кто хотел бы узнать, как правильным способом можно защитить собственные права. Так что прошу в лаборатории, и на этом спасибо вам большое.